Коми задержали 2 наркосбытчиков. Если в Ухте гастролер из Подмосковья приступил закон, как он говорит, ввиду крайней нужды, то интинец имел хорошую работу и материальный достаток. Помимо продажи зелья, он устроил на своей квартире притон, где выращивал коноплю. О нерадужных перспективах задержанных наркодельцов расскажет Анна Зубарева. Спецназ «Гром» штурмует обычную пятиэтажку в Инте. Адрес нелегальной лавки выдал мужчина, которого в апреле задержали с небольшим свертком марихуаны. Визита полицейских наркосбытчик явно не ожидал. Вы задержаны по факту сбыта наркотических средств. Что-то пояснить можете по этому поводу? Нет. Показания вы желаете? Желаю, конечно. В квартире оперативники обнаружили 3-литровые банки с марихуаной и теплицу, в которой росли 5 кустов конопли. Задержанный ботаник рассказал, что изначально выращивал каннабис исключительно для личного пользования, но с января стал тайком приторговывать самосадом своим друзьям. Но, как говорится, что знают двое, то знают все. Инта – городок небольшой, и любая информация расходится быстро. В настоящее время установлена причастность молодого человека к 2 фактам сбыта наркотических средств и 1 покушению на сбыт. Кроме того, в отношении 26-летнего жителя Инты возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона. Установлено, что подозреваемый неоднократно предоставлял свою квартиру знакомым для употребления марихуаны, а также реализовывал им зелье. До суда молодого человека поместили под домашний арест. За продажу дурмана и организацию притона парню грозит до 15 лет колонии и штраф в 500 000 рублей. Но если этот интинец организовал нелегальный бизнес целенаправленно, то житель Подмосковья стал курьером, как он говорит, случайно. В 2020 году в одном из городов Московской области к нему подошел неизвестный и предложил подзаработать. Мужчина, которому, к слову, 55 лет, ранее никогда не связывался с наркобизнесом, но ввиду финансовых трудностей все же согласился на преступную сделку. По версии следствия, житель Подмосковья в ноябре 2020 года перевез в город Сыктывкар, получив от неустановленных своих сообщников около 180 граммов синтетических наркотиков. По такой же схеме спустя месяц, в декабре 2020 года, он привез 700 граммов марихуаны и 480 грамм синтетических наркотиков в город Ухту, где хотел их реализовать. Осуществить задуманное подмосковному гастролеру не удалось. После того, как он сделал так называемую закладку и планировал уехать, к его машине подошли сотрудники ППС. Полицейские обратили внимание, что мужчина сильно нервничает. Решили проверить содержимое его карманов и не только. В автомобиле правоохранителя обнаружили запрещенные вещества, которые наркокурьер еще не успел разложить в тайнике. Теперь ему грозит внушительный срок. Впрочем, возможно, суд учтет положительные характеристики и вынесет мужчине не самый суровый приговор.